ИСА известно, что украинская сторона в десятки раз усилила присутствие снайперов в зоне конфликта, перебрасывая целые подразделения. Причем не только это выходцы из Украины, но и иностранцы. Скажи, пожалуйста, тебе лично пришлось с ними иметь дело? Где, как это было и, в общем-то, какие последствия? Да, с ними дело имеет почти каждый день, мы имеем с ними дело. И особо не просто снайпера, а необычные винтовки, не СВД, необычные СКС, ничего. У них винтовки 12,7. Они используют винтовки дальнего действия. Но работают, да, но что они поделают? Все равно у них ничего не выходит. Цели они до своего не достигают. Не настолько уж и хороши, чтобы назвать себя снайперами. Но мы отвечаем им тем же. Но у них имеются эти потери, и каждый день они несут свои потери. Хотя украинская армия объявляет, что в день 1-2 человека потеряно, а на самом деле 10-20 раз больше, и они несут потери. Но хотя каждый день они несут потери, но хотя они не объявляют. Почему они в Харьковской области, Житомирской области вывозят солдата ВСУ, братской могилы они хоронятся? Почему? Потому что если бы у них был бы как солдатский комитет, как в России, они имели бы право поднять этот вопрос, они бы этих солдат тогда нашли бы. Но со временем, я думаю, лет через 5 они огласуют эту цифру. Эта цифра уменьшена в 10-20 раз намного потерях своих подразделений. Лично вот все-таки расскажи, было противостояние со снайперами? Попадали под снайперский огонь? Было 19 марта, Горловка, Гольма. Да, там состыковался тоже. Освобождали Гольму. Это был последний участок, который занимали укропы. Тогда мы выбивали их оттуда. И просто я нечаянно с лицом к лицу столкнулся со снайпером, который поджидал меня и моих пацанов, которые были со мной. И я сперва сделал предупредительный выстрел, ногу прострелил. Он как-то в шоке был, ошеломленный. Я прострелил вторую ногу тоже. Он как-то тоже замолчал. И под конец он начал открывать огонь, и мне пришлось открыть огонь на поражение. Были случаи в Жованке, были случаи. Да, я был на смене своей, на дежурстве, выходил на свои задания, и вдруг ночью начали открывать огонь. Но мне пришлось тогда открыть ответный огонь, но хотя этот снайпер засел в частном секторе, в частном дому, на крыше, и я больше часа сторожил, откуда идет выхлоп, но выхлопа, правда, не было слышно. Единственное, обнаружил этого снайпера по вспышке. Произошла вспышка, и я обнаружил. И мне просто, пацаны прикрывая, мне пришлось открыть по этому частному дому ответный огонь. И поразить этого снайпера с РПГ. То есть прямо в окошко? Прямо в цель попало. И после этого свободное передвижение, с тех пор ни одного выстрела с этого направления не было. Скажи, пожалуйста, а вот тот случай, когда лицом к лицу, ты говоришь, столкнулся, а сколько метров вас разделяло? Нас разделяло около 60 метров. Около 60 метров. А что это были за подразделения? Тогда мы взяли в плен, это был разведка, военная разведка ихняя. Морские, взятый в плен офицер, это был у них командир подразделения. Это было 19 марта 2015 году. Командир подразделения с Николаевки. Его звали тоже Николай. Да, я помню. Николай его звали. Это морская пехота, да? Это морская пехота была, да, морские котки, морская пехота в Гольме. Это было подразделение, военная разведка ихняя, которая занимала и контролировала, давали корректировку на открытие артиллерии огня. У нас тогда мы взяли плен, и было убито у них около 7-8 человек.